Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер. Россия Федерациясында көптөгөн массалык маалымат каражаттары бар. Ошолор болсо бизден кээде интервью алып турат. Бүгүн болсо РБК телеканалына интервью бердим. Ушу миграция жаатында болуп аткан өзгөрүлүш боюнча кыскача маек болду. Ошо маекти 5 минут убактыңызды бөлүп туруп көрүп коюңуздар. Менин оюмча кызыктуу болот. Саламатта болуңуздар. Заинтересованы в том, чтобы именно нелегальных приезжающих было меньше? К большому сожалению, по причине недобросовестных работодателей они становятся нелегалами. Собственники квартиры не хотят ставить на миграционный учет. Таких нужно амнистировать и дать возможность дальше легально работать и приносить пользу и Российской Федерации, и своей родине. Что касательно граждан Кыргызстана и вашей статистики. Статистика ваша немножко неверная. Граждане Кыргызстана не являются, не считаются трудовыми мигрантами. Нелегальных мигрантов в России будут стимулировать для отъезда из страны. Реестр контролируемых лиц появится уже в 2025 году. В него будут включать тех, чьи документы на пребывание в России истекли или были аннулированы. Или тех гостей, которые совершили административные правонарушения и теперь подлежат высылке. Они, кстати, вот и озвучили очень интересные данные. Согласно собранной статистике, сейчас на территории России находится до 630 тысяч нелегальных мигрантов. Почему мы именно сейчас заговорили о реестре иммигрантах? Напомним, 2 месяца назад Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания приезжих специалистов. Президент подписал документ 8 августа, а в силу он вступает с 5 февраля. Помимо новых правил высылки, закон как раз предусматривает создание того самого реестра контролируемых лиц. Мигрантам из этого списка вернуться на работу в Россию можно будет только с очень серьезными ограничениями. Но правила создания реестра, как мы и сказали, обсуждаются. Но уже вскрылись некоторые проблемы. А проблема номер 1 – это заметное число нелегалов. Как заявили сотрудники Минцифры, одномоментного внесения в базы всех 630 тысяч нелегалов не выдержит ни одна IT-инфраструктура. Сократить число предлагают с помощью проведения амнистии, то есть тех мигрантов, которые провинились на территории России, незначительно. Сколько же всего мигрантов в России? Тут все зависит от метода подсчета. По данным ФСБ, служба учитывает всех иностранцев, пересекающих границу с целью работы. Только за первый квартал 2023 года приезжих стало больше на 1 300 000 человек. Росстат составил портрет типичного мигранта. Вот как он выглядит. Более половины приезжих – это мужчины трудоспособного возраста. Среднестатистическому мигранту 20-24 года. Наибольшая часть приезжих – выходцы из Таджикистана и Киргизии. Как правило, типичный мигрант состоит в браке, вообще считает семью ценностью номер 1 для себя. Основная часть мигрантов окончили школу, дальше учиться не стали. Поэтому, как отмечают эксперты, для работодателя, который нуждается в высококвалифицированных кадрах, они особого интереса не представляют. В каких сферах без российского паспорта запрещено работать в некоторых регионах? Прежде всего, это касается логистики, такси, общественный транспорт, перевозка грузов. В некоторых субъектах путь мигрантам закрыт в общепит, не устроиться в ресторан или кафе. Ограничения затрагивают также торговлю, гостиничный бизнес, образование и даже здравоохранение, несмотря на нехватку медперсонала и врачей в стране, о чем заявлял Минздрав. Новые правила в регулировании миграции обсуждаем с экспертами. К нам подключается Вячеслав Поставнин, руководитель Международного центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, и Кубанбычепек Османбеков, председатель киргизской диаспоры в России. Господа, здравствуйте. Приветствуем вас. Здравствуйте. Вячеслав Александрович, для начала, наверное, хотелось бы вообще цифры оценить. 630 тысяч нелегальных мигрантов по данным МВД. Это вообще много или мало? Динамика в какую сторону идет? На мой взгляд, эти цифры, конечно, занижены достаточно серьезно. Да? Я помню, последние хорошие исследования, вы не поверите, хорошие исследования проводилось в 2002 году. Тогда провели исследование под руководством такого нашего главного специалиста, миграционщика Жанны Антоновны Занчковской, и определили где-то порядка 3 миллиона.
нелегальных мигрантов, ну, скажем, не то что нелегальных, а незаконно находящих, или находящих с нарушением миграционного законодательства. Вот. После этого мне неизвестно, что проводилось какое-то более-менее серьезное исследование. Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас до сих пор нет нормальной информационной системы, которая бы учитывала всех иностранных граждан. Работающих, неработающих, отдыхающих и так далее. Вот тогда мы могли бы сказать точную цифру. Поэтому у меня это вызывает некоторые, так сказать, сомнения. Кубанычбек, скажите, пожалуйста, а диаспора заинтересована в том, чтобы именно нелегальных приезжающих было меньше? И какая работа в этом направлении проводится? Ну, в первую очередь, что касательно нелегальных мигрантов. То есть они пребывают на территории Российской Федерации вполне легальными, потому что они проходят таможенные процедуры, их на миграционный учет ставят МВД. К большому сожалению, по причине недобросовестных работодателей они становятся нелегалами, то есть люди не хотят, их трудоустраивают официально, либо собственники квартиры не хотят ставить на миграционный учет, и, к большому сожалению, по прибытию Российской Федерации становятся люди нелегальными. Что касательно граждан Кыргызстана и вашей статистики. Статистика ваша немножко неверная, в первую очередь, граждан Узбекистана на первом месте по числу мигрантов. Далее идет граждане Таджикистана, Кыргызстан стоит только на третьем месте. Что касательно граждан Кыргызстана, в рамках Евразийского экономического союза граждане Кыргызстана не считаются трудовыми мигрантами. По классификатору ЕЭК они считаются трудящимися. И по этому поводу те ограничения, которые вы ранее показывали, таксистов, сфера образования и тех работ, которые ведутся ограничения 5 февраля 2025 года, граждан Кыргызстана, так как члены Евразийского экономического союза, не касаются. Мы заинтересованы, чтобы наши граждане находились здесь легально, официально, трудоустроились. Мы заинтересованы в том, чтобы работодатели официально их оформляли, а собственники квартиры официально их регистрировали, потому что ответственность несет здесь, к большому сожалению, иностранный гражданин, если он не стал на миграционный учет, здесь вплоть до выдворения. Мы хотим, чтобы люди услышали, чтобы привлекать к ответственности не только иностранных граждан, но и работодателей, в первую очередь, и собственников квартир, которые не желают ставить на миграционный учет. Тех мигрантов, которые, вот в публикации было, совершают преступления, массовые драки, мы против таких. Пускай они идут на родину, пускай они творят такие беспорядки у себя на родине. Лучше бы, чтобы они вообще такие беспорядки не творили совершенно нигде. Вячеслав Александрович, ну вот мне кажется, что да, немножко у нас получается, что всех нелегальных мигрантов смешали в одну кучу, и нет совершенно разграничений. Где-то человек сам оказался в трудной ситуации, да, ему нужна, наоборот, помощь, если его там работодатели обманули. А где-то человек действительно совершил преступление, после чего, конечно, его должна ждать неминуемая депортация. Вот с появлением реестра контролируемых лиц, что изменится? Будет ли какая-то определенная градация? Вы знаете, вы совершенно правильно сказали. Меня просто удивляет. Знаете, у меня такое ощущение, что вы разбираетесь с миграцией лучше, чем, собственно, наши профильные ведомства. Вот, смотрите, мы никак не хотим сделать условия для мигрантов, которые позволяли им легально трудиться, легально находиться здесь, на территории Российской Федерации. Абсолютно правильно мой коллега сказал. Даже начнем с того, что да, узбеков больше, чем, скажем, всех остальных. Почему у нас статистики совсем по-другому? Это вызывает недоверие к статистике. Да, действительно, киргизские работники, они, собственно говоря, в соответствии с соглашением, да, о свободном перемещении труда и капитала, они должны совершенно спокойно перемещаться без всяких проблем. Однако их часто не делят, в общем-то, собственно говоря, между таджиками и киргизами правоохранительные органы. Да, Вячеслав Александрович, я просто хочу уточнить, извините, да, мы оперируем данными Росстата, вы совершенно правильно сказали, да, и вот я еще раз посмотрел, перепроверил, за первую половину вот этого года, 2024, зафиксированные цифры Росстатом. За полгода ПМЖ в Российской Федерации получили в большинстве своем граждане Таджикистана, по данным Росстата, 21 тысяча из 29. Вот. Я просто хочу эти цифры еще раз произнести. Да, ну, вы позволите мне продолжить? Пожалуйста, будьте любезны. Да, вот теперь да, коснемся. Ну, в общем, со статистикой у нас не все в порядке, всем уже очевидно. Вот, давно уже очевидно. Теперь мы вернемся к вот этому самому реестру для контроля нелегальных мигрантов. Это опять, ну, что это значит, да? Ну, запретят этим людям, там, скажем, открывать счет в Сбербанке, например, или в любом другом банке.
Покупать билеты, скажем, в какой-нибудь переезд в другой город, там, вот, проходить какие-то социальные мероприятия, например, идти там в школу, идти или, например, там, в медицинское учреждение, если такую систему создадут. То есть речь идет о том, чтобы парализовать вообще нормальную социальную деятельность мигранта, чтобы он сам сказал, что я уезжаю, там, все, я жить здесь не могу. Вот. Но это же опять вопрос. Ну, представляете, мы опять хотим создать этим людям неудобства. Вместо того, чтобы создать условия, чтобы они легко входили на рынок труда. Знаете, вопрос в том, что у нас свободный въезд. Тем самым мы говорим: ребята, приезжайте к нам, у нас есть работы много, у нас свободный въезд, все. А они сюда приезжают, и мышеловка захлопывается. И это нельзя, и то нельзя. И они становятся незаконными, и, нелегалами, трудно сказать, они легально приезжают, они становятся нарушителями миграционного законодательства. Это неправильно вообще. Это говорит о том, что у нас есть избыточные бюрократичные процедуры, которые приводят, собственно говоря, к нарушению этого сложного, запутанного миграционного законодательства. Поэтому я начал. Вот Александр Владимирович Горовой, первый замминистра внутренних дел, вот, совершенно справедливо сказал, надо провести амнистию, чтобы начать с того, чтобы провести амнистию. Вот это вот мудрое и грамотное решение. А потом уже ужесточать все правила пребывания. Создайте понятные и легкие правила. Да, позвольте уточнить. Вот я знаю человека, который русский, но родился еще в советское время на территории, условно, Казахстана. Да, и он неоднократно говорил, что с радостью переехал бы в Россию и мог бы приносить пользу обществу, но он реалист и прекрасно понимает, что не имея поддержки, без родственников России, у него их здесь нет, к сожалению. Он здесь хлебнет столько горести и трудностей там, в процессе переезда, оформления документов, трудоустройства и так далее. Но он прекрасно видит и прекрасно знает, что люди, не знающие толком русского языка, но желающие жить на пособие и работать разнорабочим на стройке, получают гражданство быстрее него во много раз. Почему так происходит у нас? Вот, это проблема, да. Вот удивительное наше государство. Мы говорим о русском мире, мы защищаем русских везде. И вот эта проблема, она действительно существует. Приезжает русский, и он для наших правоохранительных органов, там, или, по крайней мере, профильных ведомств, точно такой же иностранец. Да. Пусть он русский, но он будет точно такими же правилами, как гражданин Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Это нонсенс. Это называется, надо вводить программу или закон о репатриации русских, который ввели там, да, и Германия, и Израиль, и Казахстан, и Венгрия. Господи, кого только нет. И Япония, да. А мы никак не хотим сделать закон о репатриации русских, прежде всего русских. Не обязательно русских. Туда можно войти и якуты, и чеченцы, все народности, которые проживают на территории Российской Федерации и не имеют своего государственного образования. Вот только Константин Федорович Затулин, один депутат, который об этом заботится и как-то переживает о соотечественниках. Все. А остальные как будто их не видят, как будто их нет. А между прочим... Был подписан указ о создании института репатриации. Вот как раз 2024 года должен был заработать. Что такое... Да, об этом 20 лет говорят, и наконец-то мы увидели в законе слово «репатриация», не более того. Кубанбек, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие правонарушения не должны приводить к депортации и запрете на въезд в Россию? И действительно, какие правонарушения могли бы быть под амнистию подведены? Ну, во-первых, те правонарушения, юридическим термином это называется 18.8, человек неправильно стал на миграционный учет, либо же сотрудник правоохранительных органов МВД в данном случае не ввел в базу этого человека, или же человек, допустим, снимает квартиру, а хозяин, собственник квартиры не может поставить миграционный учет. Опять же, здесь закон говорит о том, что если два правонарушения человека можно будет депортировать, но это может быть и ремень водительский, это может быть таксист не включил фару в машине, у него уже 2 административных штрафа, к большому сожалению, он уже в категории выдворяемых. Тех людей, которые нарушают действительно серьезные правонарушения, такие люди и нам не нужны, пускай не позорят свой народ, пускай уезжают на родину, таких нужно смело депортировать. И я говорю о значительных таких более масштабных преступлениях. А те люди, которые вот по незнанию, по случайности, по неосторожности, но он законопослушный гражданин, нарушил правонарушение, опять же, к большому сожалению, по бюрократическим соображениям вообще структуры государственной, таких нужно амнистировать и дать возможность дальше легально работать и приносить пользу и Российской Федерации, и своей родине. К нам обращаются очень много работодателей. Каждую неделю по сотне рабочих просят, не хватает рабочей силы по всей России, повсеместно.
Господа, спасибо вам большое. Огромное Я спасибо. понимаю, что Мы вся вас эта благодарим. миграционная тема до сих пор достаточно активно обсуждается. Детали будут еще появляться, а мы будем возвращаться с ними в эфир. Это был ЧС. Прощаемся с вами до завтра. До свидания. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.